Всем большой привет! 12 июня на календаре. И поздравляю всех моих сограждан с великим праздником, с Днем России. Ну а наш сегодняшний праздник, сегодняшний праздник начинается с трудового десанта. Праздничный день, выходной. Приехали помощники. Роман с Полиной. Ромка косит, Полина сгребает. Трава выросла уже у нас по грудь, выше даже 1,5 метра, местами уже очень быстро в этом году выросла трава. Наконец-то начали косить, потому что надо выкосить. Сначала выкосим здесь, потом там. Один я не успевал, помощники пришли, и так что у нас все получится. Ну а мы поехали на проверку наших продольников. Вчера вечерней проверки не было. Позвонили, выезжал по работе, поработал немножко. В общем, пошел дождь. Кстати, опять начала прибывать вода. Ну, в общем, что говорить. Пошли на речку, посмотрим. На улице у нас похолодало, посвежело, посырело, пошел дождичек. В общем, погода меняется очень и очень быстро. И по прогнозу похолодание до +4. Так что север все-таки есть север. Погнали. Так, ну а что у нас с водой? Вода, если не прибывает, то точно уже не убывает, остановилась. Но такое чувство, что пошла даже немножко на прибыль. Вот поставил отметку, будем контролировать. Но мне кажется, с вчерашнего дня даже она немножко на пару сантиметров поднялась. Все. То ли дожди подействовали, то что полило, то ли не знаю по какой другой причине. Но в общем спад воды остановился. Посмотрим, как это скажется на наших продольниках. Малечки вон плавают. Вижу, голян речной. Почему они не лезут в ловушки, не понимаю. Сейчас ездим сначала на остров, глянем. 2 раколовки туда закидывал. Вчера попалось 4 язя. Закинул 2-ю. Сейчас глянем, может что туда влетело. Но в основном я туда кидал его, конечно, для мальков. Но нет, так вон червей взял. Так что будем насаживать на червей. Поехали. Так. Ну да, немножко поднялась. Сантиметров на 5, наверное, точно. А может быть даже и больше. Что у нас там в нашей раколовке? О, один подвязок. Один подвязок влетел. Вчера было 4. Вчера было... Те вчера по 5 были очень большие. Ну, по 5. Вот такой вот подвязочек. И ни одного малька. Ну, где-то там, блин. Да ёшкин ты кот. Так. Так, ну чё? Будем поднимать, наверное. Вода прибывает. Мальки не ловятся, я зиму на продольнике поймаем. Убираем. Убираем. Иначе будет большая вода, если прибудет. Мы потеряем эту раколовочку. А она нам еще ой как пригодится, когда будем ловить озерного голяна. Так. Ну, что нам 2-я раколовка скажет?
которую мы вчера закинули. Ух ты! Унесло течением в кусты. Тоже тем более надо поднимать ее. Иначе мы ее точно потеряем. Вон ее куда унесло течением. Если не поломало уже. Вчера закидывали, течения еще не было, да. Вода пошла на прибыль. Опа, вон куда же ее унесло. Под кусты, под кусты. О, вон язи унесли, получается, вон. Вон кто унес. Я думаю, что это унесло-то, эту раколовку-то. Ну и сломали. Сломали раколовку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 язей попало. Офигеть. Вот они и унесли мою раколовку. И сломали. Так что здесь не раколовка нужна, здесь нужна верша. Вершу поставить, она хоть покрепче и не ломается. Вон, сработало отлично. Вот тебе раколовка. Не раколовка, а язеловка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Чертова дюжина. Чертова дюжина язей влетела в раколовку. Энцкадан. Так, надо будет поискать вершу и закинуть вершу. Пусть туда набиваются. Так, давайте посмотрим наших чаек. Как мы видим, корягу не унесло. Вода упала, вот она коряга. Сейчас потихоньку проедем. А вороны рядом там пасутся, блин. Ждут не дождутся, когда чайка уйдет с гнезда. О, 3 вороны, блин. Вы помните, да? Сколько воды было? Вот наша чайка сидит на гнезде, а чайчат еще нету. Я не трогаю эти, я не трогаю. Сиди, сиди. Долго, получается, они высиживают. Почти месяц уж скоро будет. 20-го, пусть мая. 10, 20. 20 дней. 3 недели уже прошло. На крыше тоже еще ничего не было. Хозяин семейства идет на выручку. А вон вороны пасутся. Ждут не дождутся, блин. Так, вода у нас начала прибывать. Значит, опять подъезжаем со стороны реки. Получается, слева от бутылки, чтобы закинуть ближе к берегу. Потому что хрен его знает, как сильно прибудет вода.
может опять рвануть, метре два прибудет. Так, что у нас? Что-то осталось? Нет, что-то есть. Что-то идет. Язёк. Это, конечно, язь. Это, конечно, язь. Попробуем так поймать. Устал уже, бедолага, тоже. Почти сутки прошло. Так. Ну, сегодня у нас улов уже есть. Благодаря раколовкам, язеловкам. Поймали малючков. Думает, наверное, езди. Зачем тебе эти мальки? Хочешь, мы сами залезем? Ух ты! Обманул меня. Обманул. Гол. Кинулся в одну сторону, я сачком туда, он в другую и ушел. Поймал пустой крючок. Одного поймал. Один есть на месте, один убежал. Был не мой, значит. Дождался, но не мой. Блин, ветерок прохладный. Что-то легко оделся. Дальше все как обычно. Так, видно все? Видно. Язёчек есть. Что, опять спрятался за мотор? Бля, еще и запутался. Твою дивизию. Эх. Где ты там, бля? Закрутил полностью. Где ты там, блядь? Ну тебе сегодня не повезло. Хоть и ты закрутился полностью, мы все это дело распутали и тебя достали. А говорят, еще у рыбы мозгов нету. Еще как есть. Некоторые еще очень умные, хитрые. Особенно гальяны в этом году. Речные. В ловушку не лезут и все. Есть натяжечка. Язь. Второй вроде бы хариус. Раз. Нет, тоже язь. Два. И там еще один. Ладно, сначала с этими разберемся. Раз. Два. Что-то мелкий ясь пошел опять. Что, сидишь пока? Сидишь пока, да? Ну сиди. Опять за мотор пошел. Опа. Чуть-чуть не успел.
Второй ушел. Ушел так ушел, значит не мой. Значит ему повезло больше сегодня. Опачки. Здесь у нас тоже есть язёк. Один. Харюзок. Нет, язёк. Вот такой вот консервный язь. Кстати, сегодня помощник есть по чистке рыбы. Можно, наверное, замутить партию консервов. Как раз размер подходящий. Так и сделаем, наверное, сегодняшнего улова. Что-то есть. Ну что? Раз. Спокойствие, только спокойствие. Видать, уже надергался. Так, там еще кто-то вроде бы есть. Или что это? Зацеп. Зацеп. Ну и ладно. Опачки. Ну здесь пока тоже что-то дергает. Так, их тут двое. Один мелкий подъязок. Консервный. Ну и второй чуть покрупнее. Оба два. Оба два на месте. Ну здесь что-то небольшое тоже на конце есть. Что, дадим ему шанс? Пока идет спокойно. Все. Засуетился. Иди сюда, иди сюда. Молодец. Раз, и он бы сошел. Так что иногда бывает без сака больше шансов вытащить, когда как. Смотря как он дергается. Язёк сидит, пока не ушел под лодку.
Уже ушел. Уже ушел. Не ушел. Молодец, молодец, молодец. Молодец. И там еще один подъязок. Ух ты, какой шустрый. Алло, конярушка. Вот была партия до этого. Крупный ясь поднимался, шел, попадали. Я еще говорил, на продольнике крупный, на сети мелкий. Вот он, 40-очный. Подошел. Крупный косяк прошел, теперь идет одна мелочь. Видать, каждый косяк имеет свои размеры. Ну, коль попадаются такие размеры небольшие, исходя из размеров, будем перерабатывать каждый размер по-своему. Этот размер пойдет на консервы. Крупные язи, когда пойдут на фарш и ребра. Ребра для жарки, фарш для котлет. Ну а средненьких будем засаливать для дальнейшего потом вяления, копчения и так далее. В общем, в зависимости от того, какой размер язя попадает, будем решать, что с ними делать дальше. Как-то вот так. Сегодняшний размер 100% пойдет уже на консервы. На одну закладку консервов 7,5, 15 банок пол-литровых, надо 7,5 килограмм разделанной рыбы уже. Это без кишков, без голов, без хвостов, плавников, все такое. Кусочками разделанного 7,5 килограмм. Я так думаю, сегодняшний улов как раз примерно столько и будет на одну закладку. Опачки. Хорошая натяжка, хорошая. Один есть. А что так натягивало-то? Не этот же один. Такое ощущение, что там штук 5 висело. Хариус. Хариус Кулома. И еще один язек. Так. Молодец, что не дергался. Тихо, тихо, тихо. Консервный размер. И вот такой вот Хариус. Но опять же Кулома. Этот нормальный еще. Твердый весь. И жабры красные. Так что или засолим, или пожарим. Вон, видите, да, вот этот человек вот лежит на кровати. Вот так вот надо отмечать День России, праздник, блин. Не то, что я на реке. Холодно, голодно, ветер, волны, вода. А он, Николай, лежит себе, чешет пузико, носик чешет. Он, передавай сам себе привет, увидишь потом. Ну, связь перерывается, но в основном поймешь. Так что Россия сила, победа будет за нами, однозначно. Так, а у нас тем временем остался последний продольник. Едем задним ходом. Так и не удалось тебе, Николай, на продольнике порыбачить. Да. Берег открыл.
Берег открылся, сейчас можно с берега уже язя ловить здесь. Вон. А? Что-то плохо слышно. Подъезжаем к последнему продольнику. Так. Блин, телефон бы не утопить. Так, ну-ка, как ты вот понаблюдай вот так вот за нами, если увидишь что-то. А посмотрим, что у нас попало на последнем продольнике. Опачки, опачки. Ну, ёшкин кот. Ой. Натяжечка есть, Коль. Натяжечка есть, идет язёк. Ух ты! Собака серая. Наш. Сначала убежал, блин, потом мы все-таки его поймали. Вон такой язёк. Видишь? Хороший, самый крупный на сегодня. И все, он тебе как позирует, он тебе как позирует, блин. Все. Вот так вот. Вот пол ведерочка есть, как раз на закладку консервы примерно. В прилове только один хариус. Ну вот на этой прекрасной ноте заканчиваем сегодняшнюю проверку. На одну закладку консервов рыбы мы поймали. Передаем привет Николаю. Всем привет и всех с праздником. Россия сила. Увидимся на вечерней проверке, если позволит погода. А если будет дождь и вечер, будем отмечать праздник так же, как вот Николай отмечает. Все. До новых встреч на канале Коми Рыбак.